Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 24 февраля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В регионах России начали собирать гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Якутяне тоже могут помочь. Расскажем, куда обращаться. Водоканал завершил основные работы по ремонту первого канализационного коллектора в Якутске. Что еще предстоит сделать? Эпидобстановка в Якутии постепенно нормализуется. В Нерюнгринском районе число заражений среди детей, однако, остается на прежнем уровне. Волнующие звуки Хамуса далеко от родной земли. В Новгородской области почтили память воинов-якутян, павших в годы Великой Отечественной войны. Возвращение к привычной жизни. В Ленском историко-краеведческом музее после долгого перерыва прошла первая очная экскурсия. В регионах России начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. В частности, пункт сбора открыли и в Якутске. Регулирует работу пункта Общественная палата Якутии и волонтеры. Желающие могут помочь продуктовыми наборами, одеждой и деньгами. Ульяна Шагина продолжит. Решил не оставаться в стороне и поддержать жителей Донецкой и Луганской областей столичный предприниматель Анатолий Михайлов. Он закупился антисептиками для рук, а также масками. Ведь в это сложное время эвакуированные жители должны защищать себя и от коронавирусной инфекции. Я считаю, что помочь, у кого есть возможность, конечно, должен. Разговоров-то здесь и быть не должно. Мы помогаем по своей возможности. Здесь помогаем. Ребятишкам, спортсменам помогаем. Много кому. Как бы озвучивать не обязательно, но ведь случайно ты заехал, завез и вы тут. Пункт сбора в Якутске по адресу Орджоникидзе 10 работает каждый день без выходных с 10 до 6 часов вечера. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками в равных пропорциях, укомплектованные в отдельные коробки по группе товаров с описью, отметили в пункте. Кроме того, принимают продукты питания и финансовую помощь. Общественная палата, Совет общественной палаты в пятницу своим решением решил объявить помощь, материальную помощь различными видами этим людям. Если не приедут сюда, и такое тоже возможно, далековато все-таки, то отправят отсюда, туда, в Ростовскую область. Сегодня в Россию из Донбасса эвакуировано более 105 тысяч человек. По данным источника ТАСС, из них свыше 66 тысяч являются гражданами Украины. Между тем, сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также призвал украинских военных сложить оружие. Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Владимир Путин связал действия России с самозащитой от создаваемых для нее угроз и еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Между тем, по мнению политического эксперта Чекура Гаврилиева, начавшаяся спецоперация российских войск на Украине – это в первую очередь принуждение к миру украинских силовиков. По его мнению, спецоперация не касается украинского народа, а направлена на националистический режим, который подавляет сегодня жителей Донбасса. Конечно, решение вопроса, то, что по Украине проходит красная линия, и эта страна из-за нашей безопасности, в целях нашей безопасности не должна вступать в другие какие-либо союзы, например, в НАТО. Украина с 2008 года постепенно хотела войти в НАТО и стоит в ожидании. Сейчас вот эта демилитаризация или принуждение к миру и подписание какого-нибудь соглашения затем заставит западные страны все-таки принять уже
к своему сведению, что Украину никогда не возьмут в союз, военный союз, который идет против нашего государства. Заявление сегодня сделала и Минобороны России, которая заявила, что не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Владимир Павлов, Якутск. Тем временем аэропорты в городах юга России приостановили работу. Как сообщила Росавиация, приостановлена работа воздушных гаваней в городах Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Всего не работают 11 аэропортов на юге вплоть до 2 марта. В аэропортах Московского авиаузла уже отменили 64 рейса, которые должны были следовать в Южной области. В РЖД, между тем, планируют назначить дополнительные поезда из городов юга России по фиксированным ценам на билеты. Минтранс, в свою очередь, заявил, что оперативно вывезет всех желающих с юга поездами и автобусами. Снова переносимся в Якутию. На автомобильной дороге Индигир в Момском районе республики образовалась наледь. Движение транспорта ограничено. Отмечается, что ограничения действуют на участке Тюбелях-Соболох. В настоящее время ведут буксировку транспортных средств для проезда наледных участков. Добраться от Усть-Неры до села Хону можно через село Сасыр по автомобильным дорогам Арктика и Мома. А по всей Якутии до конца февраля проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники госавтоинспекции общаются со всеми участниками дорожного движения. Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима, а пешеходам раздают памятки со светоотражающим элементом. С начала этого года по городу Якутску зарегистрировано 11 наездов на пешеходов. В них 10 человек пострадали, из них 3 несовершеннолетних ребенка. А если смотреть статистику за прошлый год, то было 130 наездов на пешеходов, и 137 человек получили ранения, и, к сожалению, 7 погибли на месте. Это только на территории города Якутска? Да, это на территории только города Якутска. Также госавтоинспекция Якутска предупреждает о возможных осложнениях обстановки на дорогах из-за осадков. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключить резкие маневры. Водоканал завершил основные работы по ремонту первого канализационного коллектора, благодаря которому сегодня центральная часть Якутска имеет бесперебойную канализационную сеть. Подробнее о работах и что еще предстоит сделать в сюжете Дмитрия Тымырова. Первый канализационный коллектор в столице региона был построен в 60-х годах прошлого века. Тогда это стало важным событием для развития города на вечной мерзлоте. Якутск начал стремительно расти. Сегодня благодаря этому коллектору центральная часть города имеет свое благоустройство. Вопрос капитального ремонта этой системы стоял давно. И вот в 2020 году эти работы наконец-то здесь начались. И это никак не повлияло на жизнь горожан. Мы нашли технологию, которая без остановки в глубине 9-11 метров проделать эту работу, значит, путем навивки. Значит, сейчас вместо старой трубы внутри навита пластиковая труба, которая прослужит еще, ну, по словам подрядчика, более 50 лет, но мы осторожно говорим, что где-то около 25 лет будет. Ремонтные работы по замене канализационной трубы шли в течение 2 лет бесперебойно, как силами подрядной организации, так и силами работников акционерного общества «Водоканал». Устранили все провисы в коллекторе номер 1. Совместно с подрядной организацией «Лайнертек» сделали санацию коллектора номер 1 полностью. Затем произвели ремонт внутренней части канализационных колодцев, проходной части тоннеля коллектора номер 1. В данный момент сейчас меняем опоры, изоляцию коллектора номер 1 и делаем усиление конструкции туннеля
коллектора номер 1. Помимо этого, здесь остались работы по очистке самой шахты, обновлению линий электропередачи и прокладка системы связи. Между тем, как отметили здесь, работы подрядной организации будут оплачены только в первом квартале этого года, когда предприятие получит возврат НДС. Мы в прошлом году договорились с подрядчиком о работе, он приступил, но, к сожалению, возврат НДС нам перенесли на первый квартал, это было где-то в сентябре, и, соответственно, у нас источника не оказалось. Ну, львиную часть, конечно же, мы оплатили, но 52 миллиона обещали, показав обещание, значит, протокольное поручение главы, что мы в первом квартале оплатим. Подрядчик пошел на это, понимая, что это очень важный объект для города, и что водоканал является хорошим плательщиком, поэтому поверил. Напомним, сегодня на территории города Якутска действуют 2 канализационных коллектора. Первый и второй оба прошли ремонт. Третий прокладывается по улице Чернышевского, из-за которого сегодня там перекрыта часть дороги. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Далее к эпидобстановке. 1019 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Из них в Якутске 305. В Алданском районе заболели 154 человека, в Мирнинском 48, в Нюрбинском 47, в Хангаласском 45. Еще в 18 районах республики зафиксировали от 1 до 44 заболевших. Хочется отметить, что на сегодняшний день помимо штамма омикрон циркулирует штамм дельта. В 40% случаев этот штамм вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы не у вакцинированных пациентов. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в следующих районах: Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Аймиконском и в городе Якутске. Необходимо отметить, что надо в срок проходить повторную вакцинацию, то есть ревакцинацию, так как это создает устойчивый иммунитет. Между тем, напряженной остается эпидситуация в Нерюнгринском районе. Хотя тенденции к снижению числа заболевших все-таки наблюдаются как среди лиц с коронавирусом, так и среди общего числа больных респираторными инфекциями. Последние 2 недели характеризуются снижением заболеваемости ковидом примерно на 30%. Число заражений среди детей, однако, остается на прежнем уровне – по 170 случаев в неделю. Школы и детские сады работают в штатном режиме. Заболеваемость ОРВИ в настоящее время на уровне 1450 заражений в неделю. По решению оперативного штаба, которое прошло сегодня, принято решение о снятии отдельных ограничительных мероприятий, таких как проведение массовых мероприятий с задействованием культурно-массовых объектов, с заполнением не более 50% и выполнение тех санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые предусматриваются санитарными правилами. Оно и обязательно наличие QR-кодов, свидетельствующих о наличии полной вакцинации у граждан, которые посещают данные объекты, данные мероприятия, либо QR-кода, который свидетельствует о перенесенном заболевании последние полгода. Страховщики начали включать постковидную реабилитацию в полисы добровольного медицинского страхования. Так, Ингосстрах разработал несколько уровней сопровождения переболевших от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Основную часть портфеля составляют корпоративные клиенты, однако число клиентов физических лиц растет. Постковидный синдром может длиться до года. Среди симптомов – одышка, нарушение обоняния и вкуса, утомляемость и раздражительность. В Якутии в связи с постепенным улучшением эпидобстановки прием плановых больных возобновила республиканская больница номер 2. Уточним, что медучреждение не прекращало прием экстренных пациентов. Теперь принимают плановых больных. Все отделения возобновили работу. Это касается и платного отдела. Завтра, 25 февраля, во всем мире отметят Международный день кохлеарного импланта. В Якутии примерно 460 детей с инвалидностью по слуху. Для слабослышащих детей есть специальные коррекционные школы и организации по подготовке и дальнейшей социализации в обществе. На сегодняшний день в регионе около 250 детей с кохлеарными имплантами. Отметим, что с развитием научной медицины установка слуховых имплантов возможна в возрасте от 1 до 3 лет, что способствует легкой адаптации среди сверстников. Кохлеарная имплантация – это такое достижение медицинской науки, которое позволяет абсолютно глухому ребенку
слышать, говорить и учиться даже в массовой школе. А после массовой школы он может поступить в обычное учебное заведение, высшее учебное заведение и стать вообще работоспособным. Да? И мы очень хотим поблагодарить наших ведущих медицинских учреждений, научно-исследовательских в Санкт-Петербурге, в Москве, которые внедрили в Россию кохлеарную имплантацию. Чем опасно употребление наркотиков, насколько разрушительная сила зависимости и какова ответственность предусмотрена за распространение наркотических веществ? Об этом студентам-первокурсникам Алданского политехникума рассказали сотрудники госнаркоконтроля. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Сергей Басовский, приведя статистику, подчеркнул, зафиксированные факты употребления наркотиков ставят под угрозу многие перспективы, в частности трудоустройство, получение водительских прав и разрешение на оружие. Мероприятие было разноплановым, оно включило обсуждение, викторину и просмотр фильма. Мы включаем в наш учебный план воспитательной работы мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек у подростков. Когда у нас дистанционное обучение, мы проводим такие мероприятия через Zoom, малыми группами, со студентами, с родителями. Когда мы учимся в очном формате, мы проводим в офлайн режиме такие мероприятия. В Ленске после длительного перерыва прошла первая полноценная экскурсия в историко-краеведческом музее в очном формате. Посетителями залов стали учащиеся школы номер 4. Юные ценители истории с удовольствием ознакомились с различными экспонатами. Экскурсию посетила и Анна Кожевникова. Раньше людям было тяжело жить. И в таком жилище они жили, зимовали. Чтобы тепло было, все это обкладывалось дерном, чтобы ветра наши лютые не продували. Познакомились с историей Ленского района, его флорой и фауной, особенностями быта якутов и славян, тяготами Великой Отечественной войны, с экспонатами древних раскопок. Ученики 2 класса школы номер 4 посетили историко-краеведческий музей. И это была первая экскурсия после длительных ограничительных мер пандемии. Мне понравилось то, что тут заходишь, там все время рассказывают все интересно. Древние артефакты, мне очень нравятся. Мне запомнилось, где зал, где стоит мамонт. Дети – самые благодарные слушатели, считает экскурсовод. Их впечатления всегда яркие и неподдельно искренние. Мне понравилось, где животные. Про мамонта, что они очень давно жили. Для меня самое запоминающееся было про письмо. Военные писали родственникам. И мне это очень понравилось. Мне кажется, что обязательно надо приходить и слушать всякие факты. Так ты будешь больше знать и станется только умнее и умнее. Хотя большой популярностью историко-краеведческий музей пользуется у гостей, особенно у работников, вахтовым методом, прибывших в Ленск из других регионов. Они стремятся увезти частичку истории Ленской земли с собой. Они приезжают к нам, когда в Ленский район, и стараются многие из них прийти посетить наш музей. И прям многие приходят и говорят, что мы хотим узнать историю вашего края. Дети, конечно же, немного задают вопросов, им все интересно, много интересных экспонатов, и они на эмоциях все это воспринимают, все эти экскурсии. А взрослые, конечно же, хотят получить какую-то информацию. И надо учить историю нашего края. Ленский историко-краеведческий музей всегда славился богатством экспонатов. Ежегодно его хранилище пополняется новыми артефактами. А также в залах музея проходят выставки мастеров Ленского района и не только, которые не оставляют равнодушными посетителей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Новгородской области почтили память воинов-якутян, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году на озере Ильмень во время марш-броска погибли сотни бойцов из Якутии. Это 19-я, 3-я и 40-я лыжные бригады. Бойцы должны были пересечь озеро, выйти на трассу Старая Русса-Шимск и освободить старорусские земли от гитлеровцев. Но враг настиг их прямо на озере. Лыжники подверглись огню немецкой артиллерии.
Прошло 79 лет, но подвиг якутских солдат останется в нашей памяти навсегда. Почти тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за мирное небо, приехали якутяне из Петербурга, Ленинградской области и Якутии. Они посетили места боевой славы, возложили цветы и венки. В память о героизме якутских лыжников на берегу священного Ельменя у гранитного обелиска в виде урасы прозвучали звуки родного хомуса. Пусть будет во всем мире мир, дружба и синее небо, солнце. Горнолыжную трассу готовятся открыть 26 февраля в местности неподалеку от поселка Лебединый в Алданском районе. Ее протяженность 650 метров. К 2024 году там планируют обустроить горнолыжный курорт на базе школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. По информации Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта, работы по зачистке горнолыжного склона начали в 2018 году. Работы проводили на склонах Радиогоры, местной спортивной достопримечательности. В дальнейшем планируют разработку мастер-плана по комплексному развитию территории горнолыжной трассы с общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров с учетом пунктов проката лыж, кафе и фудкортов. После долгого перерыва в Ленске возобновили соревнования. В канун Дня защитника Отечества ПАП вместе с детьми пригласили сдать нормативы комплекса ГТО. 23 команды представили школы Ленского района. Какие нормативы включили в соревнования и как справились с ними юные спортсмены и их папы, узнавали наши коллеги. В легкоатлетическом манеже полным ходом идет разминка. Все участники готовятся к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня в соревновательной форме. На фестиваль ГТО «Отцовский патруль» пригласили команды от школ города. Вот и мужская половина семьи Хуснуллиных представляют школу номер 1. Заранее к соревнованиям не готовились. Узнали накануне. Классный руководитель Дамира нам сообщила, что соревнования, но мы с радостью решили принять участие, потому что у нас семья спортивная, занимаемся спортом. В сдаче нормативов ГТО принимали участие команды «Отец плюс сын» или «Отец плюс дочь». Возраст участников ограничивался ступенями. Всего 4. Разбег у мужчин от 18 до 49 лет, у детей от 6 до 10. И у детей, и у отцов одинаковое количество упражнений – по 5. Но попотеть пришлось. Челночный бег и бег на 30 метров, подтягивание, отжимания, пресс, прыжки в длину, пулевая стрельба, метание мяча. И если отцы не показывали свои эмоции, то детки не могли их скрыть. И улыбки, и слезы. Несмотря на юный возраст участников, чувствуется атмосфера спортивного азарта. Ведь лучшая команда поедет на республиканский фестиваль. Но не это главное. Никому не хочется подвести главного болельщика и соратника по команде – папу. За звание лучшей боролись 23 семейные команды школ города и района. Но даже при большом спортивном накале чувствовалось, что все останутся довольны при любом исходе состязаний. Слишком долго длились ограничения и запреты. Там мои любимые самые упражнения, прыгать, бегать, все такое. Здесь очень красиво, можно поиграть, посоревноваться с кем-то. Мне нравится, как мы разминаемся, в соревнованиях интересно участвовать и вообще... Можно друзей найти и общаться. В каждой из 4 ступеней выявили своего победителя. Кто из них поедет на республиканский фестиваль, пока неизвестно. Не обозначили и сроки его проведения. Их назовут после 24 февраля. Но результаты нормативов всех участников внесут во всероссийскую базу ГТО. Валентина Фирстова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.